Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. В половине 11 утра свой выбор сделал и президент Татарстана. На 42-й избирательный участок, расположенный в здании КНИТУ КАИ на улице Карла Маркса, он пришел вместе с супругой Гульсиной Минихановой. Президент проявил галантность и позволил первой леди первой сделать свой выбор. Надо сказать, что на работе избирательной комиссии приезд главы Татарстана практически не отразился. Голосование шло в штатном режиме. Одновременно с президентом свой выбор сделали и другие прикрепленные к этому участку избиратели. Всего там 1600 человек, имеющих право голоса. По данным Центра избиркома, к 10 часам утра там уже проголосовали больше 600 человек. Под прицелами камеры селфи на участках. Сегодня свои голоса на выборах отдали государственный советник, премьер-министр и глава парламента. Они по традиции пришли на участки в первой половине дня. Все подробности далее. Обязательная процедура – термометрия. И Ментимя Шаймиев заходит на избирательный участок номер 1749. Привычно свой голос на выборах государственный советник республики отдает именно здесь. Вот первый. Вы у нас первый всегда. Вот. Как обычно, этот процесс происходит под многочисленные вспышки фотокамер. Сегодня не исключение. На участке номер 241 в Казани Алексей Песошин получает обязательный пакет со средствами защиты. Здесь перчатки, маска. Надев их, премьер отправляется за бюллетенем, и выбор сделан. А вот Фарид Мухаммедшин сегодня оказался под прицелом смартфона. Председатель Госсовета вместе с супругой проголосовал на базе 116-го лицея. Это стало поводом для селфи. Давай, слово. Настроение хорошее. Соответствует той погоде, которая сегодня прекрасный солнечный день. И не только в Казани, практически по всей республике. Голосование первых лиц республики проходит под вспышки фотокамер, памятные фото на участках и внимание со стороны наблюдателей. Рамиль Шайдулин, Файруза Замазитова, Александр Лобанов, ТНВ, Лаишевский район, Казань. 150,5 тысяч наблюдателей работают сегодня на избирательных участках России. Плюс к ним 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова во время видеосвязи с регионами. Напомним, в стране проходят свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней. Самая высокая явка на 10 утра по Москве зафиксирована в Татарстане. О том, как голосуют сегодня в больницах и СИЗО, рассказала в Едином информационном центре журналистам Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в Татарстане. Во всех следственных изоляторах республики 100% проголосовали те граждане, которые имеют избирательное право. И условия были созданы для всех, для того, чтобы этим правом они воспользовались. В изоляторах временного содержания, в спецприемниках также идет активное голосование, и участковые комиссии, которые там созданы, также принимают участие. 32 избирательных участка находятся у нас в учреждении здравоохранения. На данный момент проголосовало 81% больных, которые сегодня госпитализированы и находятся в учреждениях здравоохранения. На всех избирательных участках республики продолжают действовать особые меры защиты от коронавируса. На каждом дезинфекторы, комплекты с масками и перчатками. Чего еще стоит ждать тому, кто сегодня придет на выборы, расскажет Рамиль Шайдулин. Как театр начинается с вешалки, так и избирательный участок с обязательной термометрией. Хорошо, спасибо. Дезинфекции. Конечно, это не все. Перчатки, маски, а еще и одноразовые ручки тоже никто не отменял. Все это в специальных комплектах, которые выдают прямо на входе. Надев на себя средства защиты, избиратель и заходит на участок. Вообще этап подготовки, наверное, самое сложное, что есть в процессе голосования, но все намного проще, если подготовиться к нему заранее. Например, заранее подготовить паспорт. Он обязателен. Удостоверив свою личность, избиратель берет в руки ту самую распакованную авторучку и затем получает бюллетень. Ну а дальше начинается самое важное и оттого и самое интересное – сам процесс голосования. Как он происходит? Избиратель берет бюллетень, подходит в одну из кабинок. Как видно здесь, они работают через одну для социального дистанцирования. Ну а дальше классика. Он ставит пометку, затем берет бюллетень, кладет ее в урну, но отсюда сразу же на выход.
как говорится, с чистой совестью и на свежий воздух. Рамиль Шайдуллин, Шон Мухаметов, ТНВ, Казань. Напомним, что голосование идет сегодня третий день. О том, как соблюдаются все меры безопасности на избирательных участках, журналистам сообщила Марина Потяшина, руководитель управления Роспотребнадзора по республике. В дни голосования, это 11, 12, 13, контроль со стороны управления Роспотребнадзора за работой избирательными участками продолжается. Мы не выявили ни одного нарушения установленных и проработанных отдельно требований с избирательными участками. И на сегодня я уверенно заявляю, что избирательные участки абсолютно безопасны, поскольку все установленные требования неукоснительно ими соблюдаются. Продолжает работу единый информационный центр. Туда стекается самая свежая информация о ходе голосования в республике. И сейчас с нами на связь выходит Алия Хайруддинова. Алия, к этой минуте Тимур Нагуманов должен был рассказать о голосовании в Альметьевске. Какие последние данные? Леша, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем свою работу в едином информационном центре выборов. Здесь каждый час проходят пресс-конференции. Буквально несколько минут назад завершил свое выступление мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев. В Автограде должны без малого проголосовать 400 тысяч избирателей, и сейчас явка составляет 65%. И прямо сейчас с нами на связи глава Альметьевского муниципального района и глава города Альметьевск Тимур Нагуманов. Он прогуливается по главной площади и рассказывает, какие массовые мероприятия в этот день у них проходят. Давайте сейчас его послушаем. Ветерану избирательной комиссии приедет чуть позже. То есть еще работа такая продолжается. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, Татаринформ. Казанцев Артур, Татаринформ. Жители Татарстана активно участвуют в розыгрыше айфонов. Скажите, что думаете по поводу этой акции и участвуете ли сами? Спасибо. Сам не стал участвовать, честно говоря. Я про нее слышал очень много, но что-то как-то руки не дошли, так скажем, зарегистрироваться. Но есть, наверное, люди более достойные для того, чтобы выиграть iPhone. У меня iPhone, слава богу, есть. Ну и на самом классной акции. Здесь должны проголосовать 111 тысяч горожан и 38 тысяч сельских жителей. Пока явка составляет более 70%. И вот такой интересный факт. Именно в Альметьевском муниципальном районе проголосовала 106-летняя долгожительница Зарига Шайдуллина. Голосовала она дома. Да, но мы остаемся здесь, продолжаем свою работу и очень ждем очередную пресс-конференцию Андрея Кондратьева, потому что именно тогда и станут известны цифры к полуденной явке. А пока вам слово. Спасибо, Алия. А теперь перенесемся в Альметьевск. Там активисты клуба «Колесо» всей дружной командой приехали на избирательный участок на велосипедах. Больше 300 участников. Они еще раз показали, что Альметьевск – город велосипедистов. Почему альметьевцы с двухколесным другом не расстаются ни на минуту, узнала Фириза Хамидуллина. На велодорожках города настоящая пробка. На парковках у избирательных участков места всем сегодня не хватит, шутят велосипедисты. Всем клубам они поехали сегодня на выборы. И в магазины ездим, и на тренировки мы ездим. И вот на избирательный участок тоже приехали на велосипеде. Гузель Идрисовой 72 года. Велосипед – это мои ноги, говорит она. Начала ездить на двухколесном транспорте, когда работала почтальоном. И с тех пор с ним не расстается. Машина – это просто удовольствие, просто ездить и кататься. Ну, плюс еще расходы, бензин, там заправка, и потом обслуживание. А велосипед – это здоровье. На велосипеде сегодня и Альфред Валиуллин. Для него это первые выборы, а велосипед – дело привычное. 3 года учился в Китае и даже там не расставался со своим двухколесным другом. Да, я сегодня приехал на велосипеде голосовать за президента, потому что это наше будущее, это очень важно. Раньше я не мог голосовать, потому что находился за границей. На моей памяти где-то, наверное, 5-е выборы президента. Мы вместе собрались и приехали дружно, с хорошим настроением. Клара Мингазова села на велосипед еще 15 лет назад. Тогда не было ни велодорожек, ни парковок. Радуется, что теперь есть все условия. Пенсионеры города объединились в клуб, назвали «Колесо». Благодаря нефтяникам Совет ветеранов 2 года назад приобрел больше 200 велосипедов. Пенсионеры пользуются ими бесплатно. Отлаженная наша система, она предполагает наличие велосипедов в спортивном клубе. Внутри клуба они катаются и
меняют затем хозяина. Когда открылся пункт проката, я начала кататься со стадиона, научилась кататься, вспомнила, как нужно кататься, и с удовольствием сейчас катаюсь на велосипеде. Больше 100 километров велодорожек, парковки, пункты проката, чемпионаты по велогонкам. Альметьевск можно назвать городом для велосипедистов. Даже специально подальше от дома уезжаю за продуктами. Для меня это наслаждение, поэтому и сюда на велосипеде приехала. То есть я уже просто привыкла на нем кататься. С каждым годом велосипедистов становится все больше и больше. Альметьевцы уверены, каким будет город в будущем, зависит только от них. Движение – это жизнь! Движение – это класс! Юльза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск. В Казани сегодня пройдет концертная программа с участием звезд татарской и российской эстрады. Интерактивная площадка у Акбарс-арены уже начала работать. Сюда приходят те, кто уже сделал свой выбор и получил браслет. Праздник начинается сейчас в полдень. Там находится Вероника Гайнудинова. Вероника, что приготовили для казанцев? Даяна, добрый день. Вот так сейчас выглядит территория стадиона Акбарс-арена. Она поделена на несколько тематических зон. Людей, конечно, пока немного, но все только начинается. Это одна из самых, например, больших площадок, спортивная. Можно увидеть, как вот играют в футбол. Там можно будет поиграть в баскетбол. Здесь хоккей. Можно даже попробовать себя в керлинге. Кроме этого, можно записать детей в спортивную школу. Или, например, себя попробовать и сдать нормы ГТО. Подробнее о работе этой площадки нам сейчас расскажет Артур Сапитов, один из организаторов этой площадки. Артур. Добрый день. Сегодня люди, которые проголосовали, могут прийти на нашу площадку. Площадка «Спорт. Нормы жизни», получить маршрутную квитанцию, выполнить задание на каждой точке и после чего получить кофе, чай, пирожки. Все совершенно бесплатно. Приходите, всех ждем. Хорошо, спасибо. Но это еще не все. Кроме этого, здесь работает литературный дворик, где будут соревноваться поэты, детские интерактивные зоны для самых маленьких. А потом, как отметил Артур, действительно все это доступно только благодаря вот такому браслету. Я проголосовал. Кроме этого, площадка будет работать до 6 вечера, а с 4 начнется большой праздничный концерт. Так что приходите, всех ждем. Развлечения здесь найдет абсолютно каждый. Увидимся в следующих выпусках. Даяна, тебе слово. Спасибо, Вероника. Мы продолжаем. Символ республики в необычном исполнении появился в эти дни на въезде в Зеленодольский район. Такой подарок столетию ТССР и главным выбором Татарстана сделал местный предприниматель, начинающий фермер. Гигантский снежный барс во всей красе можно увидеть только с высоты и в репортаже нашего телеканала. Поверьте, стоит посмотреть, это самый большой барс, о котором было известно. На огромном поле огромный символ республики. Усы, лапы, хвост сохранены все пропорции. Вот только масштабы увеличены минимум во 100 раз. Хотели, чтобы, все жители порадовались, и был своего рода праздник, подарок к столетию республики. Так, с размахом ТССР с юбилеем решил поздравить местный предприниматель Азат Мифтахутдинов. Буквально недавно он ударился в растениеводство, приобрел участок, а тут и знаковая дата. Решил сделать цветочный подарок. У него и творческой группы ландшафтных дизайнеров родилась идея изобразить огромного барса, такого, что разве что с высоты его можно будет увидеть в полный рост. Но стоит только спуститься с небес на землю и посмотреть на все это внимательнее, и становится видно, что это огромное поле фацелий, куда как бы вписан барс благородного белого цвета. Барс наш белый, поэтому редька была нашим единственным шансом на успех. Оказалось, эта сельхозкультура прекрасно подходит для декора. Так, цветущая редька и стала телом огромного барса, признается автор проекта Елена Хасанова. Столь масштабные объекты, конечно, я еще не делала. Поэтому, когда ко мне обратились с просьбой что-то подобное создать на поле, для меня это было неожиданностью, но и в то же время своеобразным выражением себя. Несколько дней дизайнер, ее команда и местные жители буквально по зернышку создавали огромную фигуру. На все работы ушло около 2 тонн семян. Будет где-то 1,5 месяца примерно все это дело еще свести. То есть от начала, где-то до конца сентября примерно.
Тот, кто в это время будет пролетать над Зеленодольском, сможет увидеть эту гигантскую фигуру. Ее не упустишь из виду. 85 на 85 метров на площади в 1 гектар. Так, цветочный символ республики можно будет видеть еще минимум 3 недели. Рамиль Шайдуллин, Шар Мухаметов, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня единый день голосования. Каждый час на нашем канале смотрите информационные выпуски о ходе выборов. А вечером в прямом эфире вы можете увидеть и концертную программу Ак Барс Арены. До встречи через час.